Стоять на театральной сцене, красиво петь и талантливо играть – это возможно в любом возрасте. Как стать настоящим артистом театра, будучи школьником? Мы на премьере спектакля мюзикла про Красную Шапочку. Подготовили эту постановку ребята из студии детского мюзикла под руководством Гульшат Гайсиной. Всем знакомый сюжет на сцене Национального молодежного театра имени Мустая Карима ребята представили нестандартным образом. Расскажи про героиню, которую ты играла в этом спектакле. Я играла бабушку, и когда мы собирались все вместе с всей группой, мы определили, что наши герои посредственно влияют на всех. То есть и на Красную Шапочку, и бабушка, то есть она повлияла на всех окружающих. И она показала многих других актеров. Этот спектакль-мюзикл – завершение юбилейного сезона студии детского мюзикла. Они готовили его почти 2 года. Ребята вложили в него много сил и много новых смыслов. Их спектакль о том, что каждый ребенок рождается, чтобы стать счастливым, свободным и любимым. Красная Шапочка растет в полной любви, она свободна и открыта миру. Все любят ее за ее доброту, честность и веселый нрав. Чем твоя Красная Шапочка отличается от Красной Шапочки, которая была в советском мультфильме? Мы очень много всего придумали, много чего убрали, потому что это было скучно, и мы решили сделать еще веселее. Она отличается от того, что я более открытая и я более энергичная. Ты думаешь, почему тебя выбрали на роль Красной Шапочки? Нам давали тексты, и мы по ним читали, и кто лучше прочитает, того выбирали. Я лучше прочитала, меня выбрали. Красной Шапочке было легко вжиться в роль, но не все персонажи полностью совпадают с характерами актеров. Например, Волчонок – персонаж трагичной судьбы. Он родился в семье волков, где нет ни любви, ни свободы, ни даже заботы. Кем станет Волчонок, когда вырастет? Про кого этот спектакль? На эти вопросы ищем ответы в постановке «Красная Шапочка». Кстати, ребята поют вживую, это ведь мюзикл. Этот спектакль должен был выйти в свет еще в прошлом году, но ребята не смогли презентовать его на большую публику в связи с известными событиями. Наконец-то их творение доступно всеобщему обозрению. Булат Бакиров, Рамазан Мусин специально для Горы новостей.